Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести. Чеченская Республика». В студии я, Лейла Муртазова. И в начале главной темы выпуска. «10 лет на страже правопорядка». Бойцы ОМОН «Ахмат» продолжают принимать самое активное участие в специальной военной операции, при этом на постоянной основе совершенствуя свои навыки. Подразделения Росгвардии из Чеченской Республики отметили свой профессиональный праздник. Новое направление в МГУ. Это, конечно, придаст огромный стимул для нашей молодежи именно выбирать такое направление. С этого года факультет медиакоммуникации открывает свои двери для абитуриентов. Делегация из Татарстана продолжает свой визит в Субъекте. И мне здесь вообще очень интересно. Хотел бы, наверное, даже в будущем сюда приехать на какие-нибудь сборы или на учения. Гости ознакомились с ключевыми проектами региона. Пятница – дар и благословение для верующих, когда они могут стать ближе к Творцу. В этот день мусульмане устремляются в святыни для чтения обязательной джума-молитвы. Рамзан Кадыров вместе с соратниками совершил рузба-намаз в мечети имени любимого дяди-посланника Хамзата. Проповедь богослова Аслана Абдуллаева была посвящена одной из самых важных тем отношения мусульманина к родителям. Он привел в пример хадис, глубоко раскрывающий степень прав родителей и напоминающий о необходимости проявлять терпение, уважение и благодарность вне зависимости от обстоятельств. Имам отметил, что довольство родителей открывает перед человеком двери блага в этом мире и в ахире. Дальше если ладол Коран чуах адмиг амардина шени бем ашлол мадоил Алла солт ахдеси нени сидик хулил шу Алла дал амардина. Вези сила волш дал дел حقوش دين شارخ ده نين حقوش دين شارخ دويلوه. ديل يشنو عليه الصلاة والسلام قيمة دين بلغلونش يقر يش تحر يقرين يقول بلغلو هو يهون ألجه إذا تحر خينا تحر زمن قيمة دخوت ليه نانس داس دنيا شدو قردو شيء إلي ألا بلغلو يالينا ديل يشنو إلي بو كودو دنيا شدال دول بيرو داني ناني تح أول ديردو سير إلي بولش سنة أول ديردو ألا بلغلو يالين دنيا شو أدمشنا كيف برحق أشدوت إح لول هو حق قليل إيه بوسو بستك حق قليل إيه كيف برحق نشدو إمي الله دل حق بوسو بستك قاچوش دلله دلع ديل إيلشنو ألا تحق أدو ألا قونخ جنت إح أت قونخ جن قاچوش دلور دوتوش حق أدو ألا إبو كودو أتستاجين حدين دل ديكن دو حال ديك دلور داتو نيست عنيسلوش إيهو حق دوهون ألجا ديل إيلشنو ألا تان حول بما حق قوش دلور داس نجح سنة أزقونخ شون إقونخ لي ولش كرأوين تولت أحتو إمارش ويخشي بما حق قوش دلور داس ألا إيهو حق دهون ألشي قونخ شون دنيا شو قوش تدلش دل حقه إذا ده حق دو ألا ده حق دو ألا ده حق قونخ شون قوش وداس حون حليلي نيك حمل شو دو حليلي شا تونس نسيد عنيس دور داتون بوه. 27 марта в России отмечается День войск Национальной гвардии. С праздником военнослужащих поздравил Рамзан Кадыров в своих социальных сетях. Он отметил, что федеральная служба, созданная по инициативе президента страны за короткий срок, стала мощной и надежной опорой государства. Под руководством директора ведомства, главнокомандующего войсками Национальной гвардии России генерала армии Виктора Золотова. Учреждение укрепляет свои позиции. Отдельно глава региона отметил работу Федеральной службы по Чеченской Республике под руководством Шарипа Делимханова. Личный состав управления демонстрирует высокий профессионализм, уверенно справляясь с поставленными задачами. Чеченские сотрудники Росгвардии достойно несут службу как в повседневной деятельности, так и в условиях повышенной ответственности, включая участие в специальной военной операции.
В России сегодня празднуют десятилетие Росгвардии, силы, которые стоят на страже порядка по всей стране. В праздновании принимает участие и подразделение Чеченской Республики, которые обеспечивают порядок и защищают интересы государства не только на территории нашего субъекта, но и за его пределами, показывая высокий уровень профессионализма и готовность эффективно реагировать на любые вызовы. Подробности с торжества в следующем сюжете. Стройные ряды военнослужащих на плацу и современная техника олицетворяют силу и дисциплину сегодняшних росгвардейцев. Бойцы ОМОНа «Ахмат-1» отмечают юбилей Федеральной службы войск Национальной гвардии России. 10 лет службы по защите граждан и сохранению правопорядка. Хотя подразделение было создано всего лишь в 2022 году, оно уже успело проявить себя в сложнейших служебно-боевых операциях, включая специальные военные операции на территории Украины. С начала 2022 года под руководством героя России генерал-лейтенанта Емельханова Шарипа Султановича мы пошли под Киев. После, в течение 2022 года, осуществляли контроль над городом Мариуполь, Луганской области, Донецкой области, а также Херсонской области. Сотрудникам предоставлена современная техника и оснащение, что делает их работу более эффективной. Региональные власти обеспечивают подразделение всеми необходимыми ресурсами. Ромдаду дельчан албош ой пач давал шой рамзанаш сагатеш шацик давош тунт явош лелу такой региональный общественный фонд пюгел лемел эман населен да эман яштун пюг цахош меткбат шаек едон на высшем уровне латошу идель через лцашин. В рамках торжественного построения состоялась церемония награждения, где за усердие и высокие показатели служебно-боевой деятельности и в связи с празднованием десятилетия со дня образования Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации были отмечены ряд сотрудников ОМОНа. В их числе и 26-летний Ибрагим Заураев, который в строю более 7 лет. Niyat evvela bu al beş havuşu son solara lere son iştiden bin sani sarfashani ve asqast var son jo khazagiyat guter tidan beş laran beş işte roqasa watchlarna delreis khilkhsa. Сегодня беспилотные летательные аппараты стали неотъемлемой частью операций. Они помогают эффективно собирать разведывательные данные и оперативно действовать. Это направление активно осваивается личным составом. Мы обучаемся в отдельных отведенных местах, где мало людей, где никто не пострадает. У нас процесс проходит также в главном отряде, у нас в классе. На симуляторах обучаемся сначала, потом уже без каких-либо снарядов обучаемся на полигонах. Мы были 2 раза на СО именно по этой части, то есть как дрончики, да. Мы наблюдаем, контролируем небо, потому что наша задача вот этот процесс. Сегодня бойцы продолжают работать в зонах повышенной ответственности, обеспечивая безопасность на стратегических важных объектах, таких как в городе Энергодар и в районе Запорожской атомной электростанции. Бойцы ОМОН «Ахмат» продолжают принимать самое активное участие в специальной военной операции, при этом на постоянной основе совершенствуя свои навыки, выполняя на высоком уровне все задачи, которые на них возложили, демонстрируя преданность делу. ОМОН «Ахмат-1», как и другие региональные подразделения, опора безопасности субъекта. Любые попытки нарушить покой и мир в республике, включая воздушными атаками, пресекаются немедленно. Лейла Муртазова, Магомед Басаев, Сейцелем Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. Делегация из Татарстана посетила Российский университет спецназа имени Владимира Путина. Гости смогли увидеть своими глазами всю уникальность учебного центра и познакомиться с их оригинальными разработками. С места событий Мадина Кураева. Российский университет спецназа – место, где готовят настоящих воинов. Он всегда славился высоким уровнем подготовки бойцов. Желающие проверить свои навыки в условиях максимально приближенных к реальным могут посетить этот университет. Так и сделали гости из Татарстана, которые приехали в регион в рамках бизнес-миссии. Аэродинамическая труба – одна из самых наикрутейших в Европе. Высота почти 12 метров.
скорость воздушных потоков до 300 км в час. Для них организовали подробную экскурсию и рассказали о каждом центре на базе университета. Это позволило гостям увидеть, как проходит обучение специалистов, ознакомиться с современными методиками подготовки и оценить уровень оснащения учебных подразделений. Честно, появилось желание прям приехать сюда на 2 недели и воспользоваться вообще такой возможностью, которая предоставлена сейчас в нашей стране. Вижу, что благодаря вообще этой территории здесь могут готовиться специальные люди. И вообще, мне кажется, для всех мужчин очень полезная локация приехать и получить настоящее мужество. Показали легендарные баги Чаборс, которые используют для специальных операций в труднодоступных местах. Гости были под впечатлением от профессионализма инструкторов и возможностей техники, оценив уникальность университетской программы. Мы недавно сюда приехали, но уже за эти буквально 50 минут я остался под большим впечатлением, так как здесь огромные масштабы. Я впервые вижу, как реально люди стреляют, и мне здесь вообще очень интересно. Хотел бы, наверное, даже в будущем сюда приехать на какие-нибудь сборы или на учения даже. Честно говоря, все очень понравилось. Тут очень большая площадь, очень много разных направлений, то есть снайперские подготовки, то есть вариантов для подготовки очень много. Все очень нравится, сейчас будем стрелять. Предпринимателям посчастливилось побывать на полигоне и пострелять из различного оружия. Яркие эмоции и прилив адреналина получили все, кто участвовал в упражнениях, а некоторые отметили, что такой опыт дает уникальное понимание работы спецназа. Это огнестрельное оружие «Карабин Сайга» на базе автомата Калашникова. Он стреляет одиночными выстрелами, а стреляется следующим образом. Ставим ноги параллельно друг другу, одна немного впереди. Тоже наклоняем. Прикладывая плечо, уже можно стрелять. Елена Фазулина в Грозный приехала в 7-й раз, но Российский университет спецназа посетила впервые. Масштаб и динамика развития республики ее впечатляют. Делится девушка, отмечая дружелюбие жителей и высокую организованность мероприятий. На самом деле очень понравилась атмосфера. Первый раз я видела такие реалистичные для подготовки. Очень впечатлила также стрельба. Вроде мужское это дело, но для нас тоже, для девушек, это очень интересно. Организатором программы стало представительство главы Чеченской Республики в Татарстане при поддержке Министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. За 3 дня пребывания делегация познакомилась со строительными объектами и потенциалом региона. Уже есть среди 15 человек 2 человека, которые точно решили приобрести квартиру. Мы их уже сегодня познакомили с отделом продаж. Я считаю, за 2 дня очень хороший результат. Также есть один предприниматель, который хочет сделать налоговую миграцию, то есть перевестись в наш регион. Такой визит стал для сторон продуктивным, позволил наладить новые контакты и определить направление для совместных проектов. Мадина Кураева, Сайдамин Мусаев, Сайтелем Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. Сотрудники МЧС Чеченской Республики в Гудермесе провели соревнования по аварийно-спасательным работам при ликвидации последствий ДТП. Участники показали навыки быстрого и безопасного извлечения пострадавших, оказания помощи и предотвращения возгорания техники. Далее мой коллега. Перед участниками стояла задача извлечь пострадавших из автомобиля, попавшего в ДТП. Поврежденной машиной служил специальный тренажер, а в роли пострадавших 2 статистов. В этих соревнованиях важна золотая середина между скоростью и ювелирной точностью движений. За каждую ошибку начисляются штрафные баллы, но в реальной жизни это потерянное время, которое может ухудшить состояние пострадавших. По легенде, в автомобиле возникло возгорание, которое необходимо было оперативно ликвидировать с помощью огнетушителей. Как только пострадавшие были освобождены, участники оказывали им доврачебную первую медицинскую помощь. Каждый профессиональный подход, для этих ДТП выехать, практика, ошибку выявлять до
в любом случае. По словам организаторов, такие соревнования проводятся для отработки действий в случае дорожно-транспортных происшествий. Начальник отдела организации подготовки пожарно-спасательного спорта рассказал, что нужно сделать очевидцам чрезвычайного случая. Когда очевидцы при ДТП начинают, шайдага, волк добо, пострадавший, чурхавах, не знаю, какая у него получена травма, и тем самым они усугубляют его травму, наоборот. Самое, что лучше они сделают, они могут вызвать спасателей, скорую помощь и находиться рядом с пострадавшим, следить за его состоянием, включается или нет. При приезде он объяснит, что может сделать, и дальше спасатели уже начнут сами резать, деблокировать инструменты, резать крышу, двери, это все надо, чтобы при извлечении пострадавший не получил еще дополнительные травмы. Для судей и участников важно было сделать все быстро и четко следовать алгоритму действий, предусмотренному правилами соревнований. Если допускается какая-то ошибка по регламенту, мы должны заставить их исправить. А есть ошибки, которые мы начисляем баллы, штрафные баллы. Некоторые 5 баллов. Самое большое нарушение – это медицина, оказание первой помощи. Там очень большие штрафы идут за неправильное оказание помощи. А в остальных там по 5, по 3 балла, а именно медицина 8 баллов у нас идет штрафы. А потом эти баллы суммируются, и они переводятся в минуты и добавляются к основному времени соревнований. Победителями стали сотрудники пожарно-спасательной части номер 18 по охране Шалинского муниципального района. Дальше они будут представлять Чеченскую республику в межрегиональном этапе в Северокавказском федеральном округе. Ахмед Рамазанов, Адлан Хусаинов, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская республика. В Москве назвали лауреатов главной журналистской премии страны «Золотое перо России». В числе победителей наш коллега, шеф-редактор ЧКТРК «Грозный» Хамзат Аюбов. Он удостоен награды в номинации «За храбрость при исполнении служебного долга, за вклад в развитие отечественных средств массовой информации и многолетнюю профессиональную деятельность». В профессии Аюба с 2013 года. Сейчас он выполняет редакционные задачи в зоне специальной военной операции в команде с оператором Магомедом Закаровым. Сама премия «Золотое перо России» учреждена Союзом журналистов страны и ежегодно вручается за выдающиеся достижения в журналистике. В Грозненском филиале МГУ имени Ломоносова открылся новый факультет медиакоммуникаций. Здесь будут готовить специалистов для работы в современных медиа. О том, чему будут учить студентов и какие у них перспективы, рассказала декан в направлении журналистики. Подробности далее. Вашему городу нужны ответственные, грамотные, технологически продвинутые специалисты. Фундаментальная теория плюс постоянный контакт с медиаиндустрией – вот главный секрет успеха студентов в направлении журналистики МГУ имени Михаила Ломоносова. О том, как построить карьеру в меняющемся медиаландшафте, рассказала в Грозненском филиале декан факультета Елена Вартанова. Ее лекция «Медиа будущего», где учиться и кем работать, стала ориентиром для школьников. Уверена, что потребность в высокопрофессиональных создателях журналистских текстов, которые умеют работать в цифровой среде, здесь, в Грозном, в Чечне, очень большая. Потому что сегодня в условиях защиты своего информационного пространства мы должны растить настоящих профессионалов, которые хорошо объясняют самой широкой аудитории, что происходит в мире, доносят свои идеи и мысли в самой современной форме. Для грозненского филиала образовательная программа медиакоммуникации станет шестым направлением подготовки. Старт обещает быть конкурентным. Для первого набора выделено 10 бюджетных мест и 5 на контрактной основе. Это направление бакалавриата. Обучение на этом направлении 4 года. Формат обучения очный. Это направление у нас в республике наиболее востребовано в том плане, что Московский государственный университет имеет большой опыт подготовки журналистов этого направления, имеет хорошую базу, научную базу, профессиональную базу для подготовки специалистов данного формата. Медиакоммуникация – это больше, чем классическая журналистика. Здесь выходит за рамки привычного, обучая созданию мультимедийного контента. Цель – подготовить универсальных специалистов от профессиональной фото- и видеосъемки до пиар-технологий, продвижения брендов и управления креативными проектами. Для того, чтобы те люди, которые работают в этой среде, создают контент, или мы говорим по-русски содержание, для самых разных людей, аудиторий, для
Новое направление – уникальная возможность получить фундаментальное академическое образование Московского университета у себя дома. Послушала лекцию декана журналистики МГУ. Я как раз рассматриваю это направление, чтобы поступить. Эта лекция, она убедила меня в правильности моего выбора. Получила подробную информацию об условиях поступления и обучения. И, скорее всего, в качестве своего вуза я выберу Грозненский филиал МГУ. МГУ сохраняет высокие стандарты образования. В Грозненском филиале занятия проводят ведущие преподаватели университета. Ежегодно командируется порядка 100 кандидатов и докторов наук. Программа медиакоммуникации в МГУ – это актуальный ответ на вызовы цифровой эпохи. ВУЗ объединил передовые медиа-исследования, реальные требования рынка, чтобы готовить специалистов, способных трансформировать современную медиаиндустрию. Уже на встрече вице-премьер-министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев и Елена Вартанова обсудили детали сотрудничества. Стороны договорились о прохождении практики будущими студентами МГУ в СМИ и запуске программы повышения квалификации для чеченских журналистов. Открытие такого факультета, такого направления, специальности в республике на базе МГУ, это, конечно, придаст огромный стимул для нашей молодежи именно выбирать такое направление журналистики. Поэтому это для нас большой праздник, большое дело. Мы вам очень благодарны со своей стороны. Мы готовы оказывать любое содействие. Мы просим помочь с практикой. Мы также просим, мы очень надеемся сделать хороший набор. Мы также просим вас присматривать за студентами нашими МГУ. Именно, может быть, даже рассказать с ними, как-то встретиться, что-то им рассказать. То, что с нас требуется, в своих же интересах, в первую очередь, будем готовы. Региональные СМИ на передовой цифровых технологий телеканал «Войнах» уже запустил 2 графические студии, не имеющие аналогов в филиалах ВГТРК. Интеграция визуальных эффектов и 3D-изображения позволяют создавать контент принципиально нового качества. Я еще хотел в плане вам и телевидение показать. Вот это вот труд Ахмеда, который на самом деле с ОРТ представители, когда приезжают, они просто в шоке от наших телестудий, которые он организовал здесь. То есть журналистская работа у нас поставлена прям на высшем уровне. Информационной политике в республике уделяется большое внимание. Главой республики. Сам Рамзан Мач всегда говорит, что он почетный президент нашего телеканала. Мобильный репортер на выездах снимает на телефон съемки. Это я отправляю к своему телеканалу туда-сюда. Регулярно приезжает, прямые эфиры проводит. Настолько статус в общем журналистского сообщества в республике такой, что любой руководитель, министр, председатель комитета, все они по одной заявке сразу, если мы скажем, приедут на телевидение, в прямой эфир или интервью на выезде. То есть любые задачи, которые мы ставим, они в республике благодаря тому, что Рамзан Мачем такой статус, такие полномочия. МГУ – это 40 тысяч выпускников журналистов с 1947 года и сообщество из 2500 студентов сегодня. Совсем скоро их ряды пополнят новые студенты. Рамзан Абуев, Мусар Хаджиев, Руслан Магомадов. Вести. Чеченская Республика. В Грозном определили лучших среди школьных команд в интеллектуальных играх. Победителями стали столичная математическая школа и команда 9-й школы Аргуна. Как проходило состязание, расскажет Рамзан Абуев. Ваша информация неверна. Мы не... Закончите цитату 2 словами. Какой цвет отсутствует в олимпийской символике? Какая чеченская горная вершина самая высокая? Какое название носила первая столичная улица? Казалось бы, это телешоу «Эрудит» на телеканале «Войнах». 10-й финальный вопрос звучит так. Однако это 5-я игра серии тематических интеллектуальных игр. Юные эрудиты сражаются за звание лучших в грузинском филиале МГУ. Мы проводим интеллектуальный турнир «Что, где, когда» на Кубок МГУ. Тема 5-й серии тематических игр «Медиакоммуникации». Более того, также мы сегодня проведем турнир на Кубок администрации главы правительства Чеченской Республики по интеллектуальной игре «Что, где, когда» по общеобразовательным дисциплинам. И у нас 3 турнира 3-го чемпионата города Грозного на Кубок департамента образования мэрии города Грозного. Это «Что, где, когда», брейн-ринг и своя игра. В течение 7 месяцев мы проводили интеллектуальные игры, а сегодня мы будем суммировать баллы.
250 знатоков, 42 школы, одна цель – победа. Масштаб битвы умов впечатляет. Никаких скучных лекций, только чистый азарт в легендарных форматах интеллектуальных игр. Здесь нет места случайностям, только логика, скорость и командный дух. Всегда очень интересовали такие моменты, такие места, разные конкурсы интеллектуальные, потому что здесь можно не только прийти и показать свой ум, но и еще многому чему научиться. Как мне сказал один мой наставник в МДЦ «Артек», не стыдно чего-то не знать, стыдно не учиться. Поэтому прихожу сюда не только показать себя, но и развиваться. Что, где, когда. Для тех, кто мыслит стратегически. Брейн Ринг – битва для самых оперативных, где важно не только знать ответ, но и среагировать быстрее противника. И своя игра – поле для индивидуалистов, которые уверены в своих знаниях на все 100. Раунд окончен, но расслабляться некогда. Жюри уже фиксирует баллы, а на табло новая картина лидеров. Интрига нарастает с каждым этапом. Организаторы подчеркивают, такие интеллектуальные баттлы – лучший способ разжечь интерес к учебе у молодежи. По итогам столичная математическая школа стала триумфатором сезона, завоевав чемпионские титулы сразу в 2 турнирах: в 8-м чемпионате Чеченской Республики по «Что, где, когда» на Кубок администрации главы правительства и 3-м чемпионате Гроздова на Кубок департамента образования мэрии. Обладателем Кубка филиала МГУ стала команда 9-й Аргунской школы. Рамзан Абуев, Мусар Хаджиев, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. В Национальной библиотеке имени Айдамирова состоялся республиканский шахматный турнир «Март-2026», посвященный Дню Конституции Чеченской Республики. В соревнованиях приняли участие 29 шахматистов из 6 районов республики. По итогам 10 туров победителем стал Ахмед Бимиев. Серебро забрала Рабия Шаипова, а Иса Цухаев разместился на бронзовой позиции. Проведение подобных состязаний станет важным вкладом в развитие шахмат в республике. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.